Ребята, всем привет! Да, после коронавируса машина фактически не ездила, стояла, мог в месяц проехать 200 километров. В общем, естественно, сок упал, вот 99 стало, да? Только что выехал. В общем, сегодня нам предстоит проехать 100 километров в сторону зоопарка Орто-Дойду. Якутские знают. У кого также попробуем, ну, то есть у кого также остается 14 киловатт, например, 14-15 киловатт, хватит ли туда-обратно проехать 100 километров. Мы знаем то, что там есть большая гора, то есть там больше всего потратится, то есть сколько-то киловатт, сколько-то милливатт, не знаю, самое сложное. То есть мне надо проехать 100, а мне показывает 105. То есть я фактически могу и не доехать обратно. Да. Сох у меня упал, был 76, ну вот последний раз в марте, да, там, когда я разгонял. Сейчас стал 64. То есть фактически это, ну, 100 километров. Расход у меня приблизительно 7 киловатт. У меня 17 этапки, поэтому там получается не больше 7 киловатт. Посмотрим, что получится. Поедем в Орто-Дойду, прокатимся. Так, ребята, специально для якутских лифоводов, у кого примерно такая же батарея, то есть 8, сколько у меня там, 9 палок. Мне самому интересно постоянно. То есть я сюда езжу очень редко, раз в полгода. Мне интересно, сколько же забирает. Сейчас у нас 10,6 остаточная киловатта. Сейчас поднимемся, посмотрим, сколько же заберет. Конечно, это зависит от скорости, но мы будем примерно вот до 20 ну, потребления киловатта, чтобы, если мы сделаем 40, естественно, быстрее у нас упадет наши киловаттики. Чаря, посмотрим-ка. Итак, ребята, поднялись на гору, ровно 1 киловатт у нас ушло на этот подъем. Он затяжной, примерно, наверное, я честно не засек, сколько это километров. Мне такое ощущение, что там километров 2. Так что учтите, 1 киловатт занимает в сторону Орто-Дойду, зоопарка нашего, получается 1 киловатт, в общем, 2 километра примерно. Все, дальше едем, дальше посмотрим. Больше боли нет в моем сердце. Улетаю, рывками глотаю слова. Так, ребята, мы доехали до Орто-Дойду. На остатке осталось 55, машина рисует. Но я думаю, мы доедем. Если не доедем, то это будет плохо. Но я думаю, все получится. Кстати, хочу поздравить Юра. Юра молодец, у нас первый, кто поменял батарею на Nissan Leaf на 30 киловаттку. Наверное, сделаешь видео, я думаю, будет круто. Костя, посмотрим, доедем мы или не доедем. Костя Шатая, привет тоже. В том плане, что у тебя примерно такой же сох, и ты тоже, может быть, успеешь съездить. Если у меня получится, то и у тебя тоже. Давайте, все, мы сейчас прогуляемся туда-обратно. Дальше потом вечером снимем. Ребята, все, проехали 100 километров, 90 километров получилось туда-обратно, и еще я 10 километров проехал. Еще показывает у меня где-то 17 километров, что может проехать. Но по факту примерно так и она и будет, то есть 117. Дело в том, что у меня колеса больше, радиус, поэтому, собственно, проезжая, например, 100, а по факту получается то, что 110. Ну, примерно так, на 1 дюйм больше. И да, получилось туда-обратно съездить на изи, хватает. Ну и получается, в машине было 5 человек, это тоже влияет на ходовые качества. То есть, сами понимаете, если бы у нас было двое, то, наверное, бы еще больше проехал. А так, получается, я еще 10 километров могу проехать, по факту. Осталось там 17, по-моему, сока. Ну, уверенно 10 точно проедет. 1,6 киловатта еще осталось. Ну и, собственно, я заряжаюсь вот этой вот штукой. 10 ампер
минимальным током. И из плюсов то, что можно поставить ток, да, то есть 10 ампер. И то, что ей не нужно заземление. То есть мне это вообще нормально. То есть я ставлю 10. Ну и вот она вот, до 10 заряжает нормально. Вот. Хорошая штука. В том плане, что заземление не нужно.